Таң атпай сөзің бар Джексонвиллде. Джексонвилл деген американский бір қала. Штат Флорида, Майамида. Бізді Андрей күтіп алды. Андрей Адвер деген рекламный агентствоның басшысы. Ол кісі бірнеше жыл бұрын грин-карта ұтып, Америкаға отбасымен көшіп кеткен. Им это без разницы, да, кто как, что там. Иногда там попросишь, он тебя на тебя посмотрит и не ответит вот тогда. В Нью-Йорке? Да. Да, а здесь вот я рассказывала, что здесь немножко другая жизнь. Они все такие тебе доброжелательные. Здесь типичная Америка, то есть вот именно типичная Америка. Она одноэтажная. И такая спокойная. Здесь не туристический район, понимаешь, то есть вот здесь живут американцы. Это, знаешь, как сказать, интересно такое впечатление для вас от этот незабываемый оставит. Вот это метро проходит, вот это какая улица, как она выглядит. И потом вы видите просто на набережную, там погуляете, они все русскоговорящие, и евреи, они все там собираются. Куча русских магазинов, и вы как будто не в Америке, а просто в России. Или в Одессе, да? Там вообще 90-е годы как будто попали. Да, так и есть. И вокруг тебя ходят везде русские, просто русскоговорящие. Разговаривают по телефону, ты обращаешься везде, вывески, везде магазины, везде это, кафешки, все на русском. Это такая, не Америка, а как будто русский какой-то район. Русский Чайнатаун, да? Да. Вот китайский Чайнатаун, вам туда надо было попасть. Ой, там очень красиво. Потом еврейские. Вот архитектуру ты сам продаешь, да? Постоянно надо ухаживать, да, за ними? Нет, здесь есть компании, которые ухаживают за всем. То есть сами приезжают, траву, от насекомых опрыскивают, подстригают. Они все зараз вот так приходят, зараз, наверное, делают, да? Жванш рекомендует, говорит, рассказать про такой дом, в общем. На микрофон есть. Тачки, говорит, давай. Дом, это сколько? Где-то 300 квадратных метров. 4-5 комнат. Одна комната гостевая на первом этаже и 4 комнаты на втором этаже. Большой бэк-ярд сзади. Бэк-ярд — это место, где можно шашлыки жарить, отдыхать, дети играют. А вот этот гараж уже, это не ваш, да, вот этот? Нет, который это сбоку. Это соседние дома. Это другой дом, да, уже, да? Близко дома. Вот эта машина в Актау дойдет. Эта машина скоро будет в Актау, да. Завтра мы скажем, ой, мы в Америке его видели. Видели, а потом увидим в Актау. Да. Там будет Адвер, короче. Да. Все, вот наши казахстанские ребята вот в таком доме живут. Вот несколько машин, это сына. Вот тоже вот машины. Это семейная машина, на которой мы путешествуем по всей Америке. Очень удобная. Это хорошая машина, говорит, для путешествий. Вот так вот в таком районе вот живут. Это типичная Америка. Типичная Америка, это да. Не туристический район, где живут простые американцы. Ну все, вам спасибо большое, что встретили нас. Спасибо, что приехали. О, спасибо, приезжайте Андрей. еще. Да. Всегда рады вас встретить. Конечно, да. Очень удобно. Приезжайте, останавливайтесь. Очень удобно Казахи расположение. в Америке. Да. Казахи в Америке. Пока. Пока. Андрейдің айтуы бойынша үйін жалға $2200 айына төлейді. Коммуналдық интернет $100 болады. Сонымен көлік арендаға алмадық. Себебі біріншіден қымбат, екіншіден наличка алмады. Сосын Андрейдің баласы Данил баратын жерге өзім апарам деді. Мен де машина аренда алайын деп едік, қымбат екен. Басқа вариант қарайын деп. Арасында әветчі болып келдік. Андрейдің баласы. Не жейдесің жүбі? Мне надо етпен бірден жейм, етпен. Вы хотите что-нибудь выпить? Давай, что есть? Чай есть чай? Chai. Can we get 2 hot tea? And do you have sweet tea? And can I get 1 sweet tea? Джексонвиллге келген себебіміз біз Андреймен кездесіп кетейін деп Қазақстаннан келе жатырғасын амандасып кетті. Мына тамақ. 10 доллар сат. Ас болсын. Дэниел американский. Данил нас туда-сюда возит. Сын Андрея. Данил, спасибо тебе большое. Бізде бәрі керемет. Кеше Вашингтонда болдық бір күн. Таңертең келдік та, кешке самолетқа отырып Джексонвилл деген қалаға келдік. Штатта Флорида, Майамида. Қазір енді Майамиге қалай барамыз, соны ойлап отырмық.
самолетпен дейді, или, короче, самолетпен адам басына $125, либо Uber $350, такси, либо машина аренда, ол қымбатқа шығады. В общем, самолет деп айтып отырмын мен қуанышқа, самолеттен барайық деп отырмын, визитте. Бір сағатта барады екен. Атырау сияқты жүр ғой, Ақтау Атырау сияқты тақым. Мынау не? 15 жастан береді дейді машина права. Мынау распалдар қара машина дейді. Сколько тебе лет? Мне 19. 19-дамын дейді. Жалпы қала тыныш, бомждар жоқ, типичный американский қала. Джексонвиль 1822 жылы құрылған. Халқының саны 1 миллиондай. Осылай бір күн қалада болдық, енді Денис бізді аэропортқа апарып тастады. Ары қарай Майамиге ұштық. Комментарий жазып, лайк басып қойыңыз. Сізбен бірге болған қуаныш, жұбаныш. Сау болыңыз. Кездескенше.